з апошніх населеных пунктаў Літвы перад мяжой з Беларусю мястэчка Турмантас. Яно прымыкае да латвійскай мяжы, а ўсяго за 12 кіламетраў адсюль пачынаецца Верхнядзвінскі раён Беларусі. Яшчэ ў савецкія гады пасёлак Турмантас меў важнае значэнне дзякуючы чыгуначнай станцыі. Праз яго праходзіла багата цягнікоў. У 1995 годзе Турмантасу нават надалі гарадскі статус, але праз 4 гады ён яго страціў, бо насельніцтва тут пачало імкліва скарачацца. Цяпер тут жыве каля 200 чалавек, і большасць з іх людзі сталага веку. На фоне заяў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага, які апошнія тыдні неаднаразова папярэджвае пра магчымыя ваенныя рызыкі з боку Беларусі і падрыхтоўку яе тэрыторыі ў кантэксце вайны, мы вырашылі спытаць у мясцовых жыхароў, як яны самі ўспрымаюць гэтую блізкасць да мяжы і ці адчуваюць небяспеку. Сейчас в мире вообще очень все тревожно. Ну, а то, что здесь граница, ну, конечно, тревожнее. Ну, а то, что нападет там Лукашенко, не нападет, поживем увидим. Во-первых, наша местность – это вот железнодорожный вокзал. Сейчас здесь поезда почти не ходят. Коснись чего заваруха, конечно, здесь уже тогда будет, как говорится. Так, эта территория, как по истории, допустим, изучала когда-то. Ну и сейчас вот есть же в интернете много чего. Но как бы все равно все войны шли через нас. Наполеон здесь шел. Первая мировая здесь шли. Здесь же вот даже музей есть в школе. Вот. Ну и Вторая мировая тоже. Ну, знаете, что и нет. Потому что Беларусь, мне кажется, она такая приятная страна, не воюющая. Она вроде ни с кем воевать не хочет. Но только вот в этой нашей стране то немножко опасно. Наша Литва все собирается воевать с кем-то неизвестно. Россия, мне кажется, она сама ни на кого не нападает, пока ее никто не угрожает ей. Начнутся какие-то угрозы, так все может быть, поймешь тут. Как говорят, что все равно Третья мировая неизбежна. Когда-нибудь она будет. И, как слышала, все начинается с маленькой страны. Так, скорее всего, что с Украины это все и началось. Всякое сейчас и пошло везде, и Америка, и там везде воюет. Не будет никакой войны. Чего вы переживаете? Это только наши политики блям-блям кричат, больше ничего. Она России не нужна. Вот Балсі. У нас в Балсі же нічого не осталось. У Турмантасе жыве шмат беларусаў, якія пераехалі сюды яшчэ ў глыбокія савецкія гады. Для многіх з іх Літва стала домам, але сувязь з Беларусю застаецца ў мове, у родных ўспамінах. Так, напрыклад, беларуска Кацярына Сас жыве ў Турмантасе з 1972 года. Яна з'ехала яшчэ з БССР за цяжкай працай у калхозе, у якім яна працавала. Яны з мужам паехалі ў пошуках лепшага жыцця. Апошні раз у Беларуси Кацярына была у 1989 году. Здесь можно было держать больше скота. В Беларуси нельзя было ничего держать. Земли 25 соток от и до. Ну, и там просто не было шансов для развития. Когда приехали сюда, тут, конечно, мы тут молодые, схватились за работу. Мы развели скот, коров, овечек, свиней, свиноматок держала, пока молодые были, пока вот не... А жили мы на хуторе, 7 километров от Турмантаса. Пока сюда не переехали, ну, возможность была работать. У меня дочка умерла в 89-м году, и я сказала, что я никуда не поеду. Муж сказал: все, мы едем назад в Белоруссию. А я сказала: я могилы не брошу свои. Тут уже и родители, тут уже и все. Нет, родители еще не, живые были. Ну, дочка была здесь. Сказала: могилу не брошу. И мы не поехали. Ну, хорошо, что не поехали, потому что мы здесь мы оккупанты, а там мы дезертиры. Лукашевич пан сказал так, что побежали дезертиры, было плохо, все рвали в Европу, а теперь назад бежите. Ну, как-то так уже не хотелось быть уже дезертиром совсем. Хоть и оккупантами тут называли, но
Теперь уже все нормально, никто нас не называет, мы уже прижились и живем, и все хорошо, слава богу. На пытанне, ці не баіцца Кацярына нападу на Літву з Беларусі, яна адказвае, што ў магчымую вайну ў рэгіёне не верыць, бо беларусы, літоўцы і палякі на генетычным узроўні памятаюць, якія пакуты яна прыносіць. Глафіра Жук, Белсат.